Принимали как своих. Владимир Уйба встретился с членами Совета женщин города Ровеньки и председателем Коми-регионального отделения Союза женщин России. За круглым столом прозвучали слова поздравления и благодарности. Поговорили и о целях визита луганских гостей. Ксения Мишарина продолжит. Букет цветов от главы Коми, дружеская атмосфера и добрая беседа за круглым столом. Сегодня, в день празднования юбилея республики, Владимир Уйба встретился с членами Совета женщин подшефного города Ровеньки. В этот день, в 2014 году, вооруженные силы Украины нанесли удар по жилым районам города баллистическими ракетами .У. Мы знаем, что у вас в этот день, в 2014 году, была трагедия, и мы, безусловно, помним это и скорбим вместе с вами по погибшим тогда. Но думаю, что все равно нужно через праздники показывать нашим врагам, что, помня всех поименно и зная о том, что идет сейчас битва со злом неофашистским на территории Донбасса, тем не менее мы все равно не можем не собирать наши народы и не праздновать наши дорогие нам даты. Совет женщин Ровеньков достаточно юный, ему всего 3 месяца. Поэтому Союз женщин нашего региона готов делиться своим опытом. Накануне обе организации подписали соглашение о сотрудничестве. После этого гости посетили Кванториум, Академию юных талантов, Центральную городскую библиотеку и школу номер 12 имени Олега Кошевого. Очень запомнилась встреча, у нас так легла как-то на душу, это когда мы пришли в 12-ю школу имени Олега Кошевого, когда девчонки увидели, как хранится память и какая работа проводится здесь. И тут же сразу на месте обменялись контактами о том, что их школа будет сотрудничать с этой школой, и вполне возможно, что точно так же приедут для того, чтобы провести какие-то патриотические акции. Школьники из ЛНР уже приезжали в Сыктывкар. На протяжении 10 дней в рамках проекта «Университетские смены» они проходили обучение по программе, разработанной Сыктывкарским государственным университетом имени Петерима Сорокина. И это только малая часть того, чем Республика Коми помогает ровенькам. Тот вклад, который вы делаете для нашей территории в решении всех вопросов, зная ваши проблемы, которые есть, общаясь с людьми, потому что у вас тоже есть куда вложить эти средства. И вот сейчас 9-я школа, детские дошкольные учреждения, где там идет утепление теплового контура, работы по тепловому контуру, применение, все это, за это огромная благодарность, огромное спасибо за то, что вы делаете. В конце встречи гости от имени главы администрации Ровеньков Андрея Рубанцова вручили главе нашего региона памятные подарки. Ксения Мишарина, телеканал Юрган.